Я приглашаю Айдербек Булатов, генеральный директор Симферопольской международной школы. Тема выступления «Социальное предпринимательство в образовании. Инвестиции в будущее». Здравствуйте, дорогие гости. Сегодня хочу поговорить про инвестиции, но инвестиции не в акции, облигации, а именно в образование. Как же можно вкладывать в образование, какие инвестиции? Во-первых, считается, что образование – это все-таки лучшая долгосрочная инвестиция, и есть возможность инвестировать в самообразование, в себя. Можно инвестировать в обучение кадров своего предприятия, ну и также в образование детей, о чем я сегодня и хочу поговорить. Мы говорим о том, что мы занимаемся бизнесом, но бизнес социальной направленности. Что же это такое социальное предпринимательство? Сейчас часто об этом говорят. Это социальная направленность деятельности плюс предпринимательский подход. В принципе, социальное предпринимательство не ограничено частными школами и детскими садами, но это как вид социального предпринимательства, которое есть как реальность в России и в Крыму. И они сейчас стали часто говорить, с государственной стороны большая поддержка в этом плане существует, потому что если не будет поддержки, в принципе, вот таких вот, грубо говоря, филантропов, потому что это часто неприбыльное дело, просто не будет существовать. Поэтому социальное предпринимательство – это тот вид предпринимательства, который должен быть поддержан государством. Если мы говорим о социальном предпринимательстве в образовании, то обычно это частные детские сады, частные школы, частные СУЗы и высшие учебные заведения, техникумы, высшие учебные заведения, ну и также частные учреждения дополнительного образования, в том числе профессионального. На самом деле их больше всего, и их очень много, то есть начиная от кружков, там, дзюдо, футболов и так далее, заканчивая дополнительным профессиональным образованием, которое дает право получать профессию новую после того, как получил диплом. И сейчас их очень много в онлайне. Допустим, если вы по профессии агроном, то стать учителем географии – это вопрос 10 тысяч и 3 месяцев учебы. То есть в России это очень часто практикуется. Причина поиска альтернативы государственным учреждениям. Почему люди ищут частные, если есть бесплатные государственные учреждения? Во-первых, это большие очереди в детские сады. Вы знаете, в Крыму эта проблема до сих пор не решена, несмотря на то, что за последние годы было построено очень много детских садов. К сожалению, некоторые до сих пор не запустились, хотя уже готовые. Проблема в кадрах большая, и поэтому большие очереди в детские сады. В школе это вторая смена, особенно когда первый ребенок идет в первую смену, второй – вторая смена. То есть и вопрос, работать или заниматься детьми. Как будто бы, кто-то должен реально взять и просто дома сидеть и только заниматься тем, что отвезти ребенка в школу, потом вторая смена и так далее. Большая занятость родителей в современном мире. Работаем на износ, детьми заниматься некогда, а в обычной школе режим с 8 до 12. Все, дальше ребенок должен быть сам один, наедине с планшетами, с гаджетами, и это очень небезопасно, честно говоря. Поэтому родители задумываются, а чтобы придумать такое, чтобы мой ребенок был под присмотром и занимался делом. Ну и также условия питания, особенно вопрос халяльности питания многих интересует. Плохое влияние социума, особенно в подростковом возрасте, часто приходит к нам уже, когда пожар, говорят, спасите моего ребенка. Там он встретился с плохой компанией, и что-то нужно делать. И в этом плане частные школы являются реальной альтернативой. Что они предлагают? Малокомплектные группы, классы, где есть индивидуальный подход, где учитель может опросить каждого. Индивидуальный подход, группа продленного дня, возможность выполнения домашнего задания в школе, комфортные условия пребывания, уход, присмотр, то есть ребенок охраняем, ребенок сыт, ребенок, под присмотром взрослых и выполняет домашнее задание, занимается делом, а не просто сам по себе дома предоставлен самому себе.
Углубленное изучение предметов, качественная профориентационная работа, которая помогает выбрать профессию и подготовиться к экзаменам согласно этому выбору. Большой выбор кружков в рамках одного заведения. У меня дочь ездила много лет на Крылова к моей Уджа, Нафии, вы знаете, да, крымско-татарские танцы. И я вот субботу-воскресенье проводил за тем, что вот ехал туда в город, ждал там час-полтора, потом ехал обратно. И фактически, если что-то ты планируешь, либо ребенок должен пропустить, либо ты должен, значит, все бросить и вести ребенка на эти кружки. Сейчас моя Нафиева работает у нас в учреждении, и мне не нужно для этого тратить отдельное время. То есть все в рамках одного учреждения, это очень удобно, и мы открыты, допустим, для наших родителей на любые предложения. И приходит, например, мы хотим брейк-данс, пожалуйста, вот нашли человека, который проводит брейк-данс, и не нужно родителям возить туда-сюда ребенка своего. То есть это комфорт для родителей в первую очередь. И менеджерский подход к управлению, то есть для нас родитель это человек, это клиент, с которым мы всегда сядем, поговорим, выслушаем и услышим. Это очень важно, и родители это ценят. Что же делает частная школа, частный детский сад в рамках государственных требований, стандартов? Это цель, значит, образование, интеллектуальное, личностное, физическое развитие ребенка, присмотр и уход, воспитание и формирование развитой, социально зрелой творческой личности. То есть частная школа – это не есть парник, либо теплица, в которой ребенок вырастает, а потом выходит в социум жестокий, да, и его там рубят все, кому не лень. Нет, частная школа – это возможность ребенку, пока он не понимает, что такое хорошо, а что такое плохо, понять это, а дальше, когда он повзрослеет, а где-то это наступает в 10-11 классе, он уже идет в жизнь подготовленный. Поверьте мне, ни один из наших выпускников не является вот такой вот как бы тряпкой-размазней, который вот не знает, что делать в этой жизни и что, как плохо, что я учился вот в тепличных условиях. Такого нет. Но многие родители думают, да, вот пусть он пойдет в школу, хлебнет там жизни хорошей. Да? На самом деле это неправильное мнение. Ребенок, особенно в 7-8 классе, очень подвержен всяким гадостям, которые есть в социуме. И если в это время его от этого не уберечь, то это скажется на его будущем. Поэтому частная школа в этом плане дает хороший такой вот фундамент. Это в плане воспитания. Мало того, в частной школе не дарят оценки. То есть наоборот даже. Вот, статистика, как проходит всероссийские проверочные работы, показывает, что одна из самых честных школ – это частные школы, в частности наша. Итак, в плане государственной поддержки государство выдает субсидии. Я сейчас более буду говорить про деньги, про тех, кто, может быть, думает открыть этот бизнес. И это около 4000 рублей на ребенка в месяц. В принципе, неплохая поддержка, но в плане того, что какие затраты существуют для школ частных, это, конечно, небольшая сумма. Я надеюсь, что в будущем эта сумма будет увеличиваться в плане поддержки, чтобы мы могли тоже для родителей делать выгодные условия. Частное образование в городе Симферополе, я сделал такой вот небольшой опрос, узнал, какие цены в частных заведениях города Симферополя конкретно. Вот вы видите, какие существуют, значит, учреждения, которые занимаются дошкольным, средним, общим, значит, образованием, да, и, значит, частично СПО, то есть это среднее профессиональное образование. Вот вы видите, зеленым цветом это выбраны детские сады, красный цвет это школы, а желтый цвет это начальные школы, так скажем, это старшие школы и начальные школы. Вы видите, что зеленого цвета много. На самом деле это связано с тем, что зарабатывать деньги в детском саду легче. То есть чем старше дети, тем больше проблем, тем тяжелее заработать деньги. Но для нас это принципиально важно. Об этом я скажу чуть позже, почему. И средний ценник, я, так скажем, опросил и по сайтам понаходил. Значит, в детском саду за 1 месяц обучения 22 094 рубля, в, значит, начальной школе 24 309 рублей и в старшей школе 20 331 рубль.
Почему в старшей школе меньше? Тут повлиял медико-биологический лицей, который без питания. Чтобы вы понимали, чем старше дети, тем присмотр и уход уже не так важен, поэтому некоторые школы просто организуют обучение без питания, и этим самым ценник падает. На самом деле, если еще посчитать питание, то будет расти. Какие трудности у нас с бизнесом? Ну, во-первых, это неготовность людей выделять такие суммы на обучение детей в школе, ведь государство говорит о том, что это бесплатно, но это потихонечку, так скажем, менталитет меняется. Кроме этого, для нас, грубо говоря, 60% нашего годового бюджета уходит на зарплаты, поэтому в плане того, чтобы сделать какие-то скидки, нам это очень сложно, потому что мы не можем сказать, мы сделали скидки, дорогие педагоги, мы вам будем платить меньше. Ну, мы должны платить достойную зарплату, чтобы у нас были хорошие педагоги. Повышенная чувствительность к экономическим кризисам, в данном случае вот пандемия была, апрель-май, фактически детские сады не работали, а зарплату платить нужно в этом плане. И чтобы вы понимали, педагоги это 56 календарных дней отпуска, то есть 2 месяца фактически у вас никто не работает, но вы должны платить зарплату. Поэтому расчет делается из этого. Большая ответственность, потому что вы берете самое дорогое, что есть у людей, и работаете с ними до вечера. Ну и моральная, эмоциональная нагрузка. Чем мы восполняем свою энергию? Плюсы. Это возможность влиять на систему образования внутри своего учреждения. Это очень здорово, потому что когда тебе что-то не нравится, как происходит обучение с твоим ребенком в школе, ты понимаешь, что в своей школе ты можешь сделать по-другому. И это очень здорово, когда у тебя есть такая возможность. Большая благодарность от детей и родителей, вклад в будущее страны, то есть ты понимаешь, что ты не просто живешь эту жизнь, а являешься вкладом в будущее. Ну и любовь к делу, это все об этом говорили. Фактически вот мы со многими директорами частных школ, детских садов в дружбе. Благодарю за внимание, если будут вопросы. Sağ olunuz. Большое спасибо за доклад. Айдар Бей, благодарю вас за интереснейший доклад. Бизнес в сфере образования – это на самом деле самый дорогой бизнес. И вы одно из немногих учебных заведений, которые в этом вопросе работаете системно и очень качественно. А вопрос у меня такого рода. Вы говорили о государственной поддержке частных образовательных учреждений. Кроме тех 4000 из вашей практики, были ли гранты, смогли ли вы получить государственную поддержку для развития какой-либо сферы вашей школы? Есть ли такой опыт? Открыто ли государство к грантовой деятельности? Я скажу так. В моей практике такого не было, кроме субсидий. Мало того, к сожалению, часто тот факт, что мы получаем субсидии, настолько чиновниками преувеличивается, что «а что вы еще хотите?» Вот когда речь шла о том, что кто пострадал в пандемию, и мы говорили о том, что мы тоже пострадали, нам сказали: так вы же работали, в чем проблема? Вы типа идите и благодарите, что мы вам субсидию даем. В этом плане понимание того, что субсидия обеспечивает нас с головой, оно неправильное, к сожалению. И вы знаете, это на местном уровне просто может быть не совсем понимание того, что это такое, заниматься частным бизнесом в образовании. Я хочу сказать, что вот я являюсь членом Ассоциации частных школ России, и в Москве уже члены нашей ассоциации добились того, чтобы частные школы субсидировали наравне с государственными школами. И я думаю, что это будет таким претендентом, который позволит другим регионам тоже подтянуться и датировать частные школы в таком же размере. Ведь мы берем на обучение этих же детей. Вдруг, не дай бог, если мы закроемся, этих детей государство должно будет взять в обычные школы и по правилам подушевного финансирования датировать государственные школы намного больше, чем то, что мы получаем сейчас в виде субсидий от государства. Поэтому я думаю, что в этом плане понимание есть, заинтересованность есть, движемся в этом направлении в плане того, чтобы именно нас воспринимали не как бизнесменов, которые забивают свои деньги карманами. К сожалению, вот такое отношение часто мы сталкиваемся с таким отношением, а именно как людей, грубо говоря, филантропов, которые решили потратить свое время, деньги, нервы, пот и кровь для того, чтобы создать замечательные условия для детей
И сделать это минимально значит, затратно для родителей, потому что цель у нас, во-первых, это образовательная, воспитательная. Уже во-вторых, материальная, потому что без денег зарплату педагогам на хорошем уровне не выплатишь. Второй вопрос касается вклада, возможно, вашей школы в развитие образования на крымско-татарском языке. Хочу сказать, что наша школа, когда вышел закон о родном языке, почему-то многие школы только в первых и в пятых классах ввели крымско-татарский как родной. Наша школа одна из первых ввела крымско-татарский как родной во всех классах одновременно. И наши классы, согласно заявлениям, делятся на две части. Часть детей идут на крымско-татарский как родной, часть детей идут на русский как родной, ввиду контингента, да, так скажем. Если будет другой контингент, мы можем рассмотреть. И наша учительница, ваша коллега Ленара Оджа, это человек творческий очень. Я вам скажу, что учебники далеко не идеальные, и во многом они требуют от детей таких знаний, которые в этом возрасте и ввиду нашего наших крымских реалий они не знают. Она для них готовит, грубо говоря, дополнительный материал и поднимает целину фактически, да, незнание родного языка. И благодаря этому они становятся эффективными. Я уже уговариваю ее, говорю, давайте, Ленара Оджа, у вас получится, вы уже будете автором своего учебника, потому что она практика, она видит то, что детей надо обучать, считать, что с нуля крымско-татарскому языку, и это у нее получается. Я думаю, что в будущем, если наша учительница станет автором новых учебников, не удивитесь.